Это наша земля, наших предков. Опять нас дурят. Дурят как в 90-х и так далее, да? Все вывезут. Для них дороги будут построены за счет наших денег. Денег налогоплательщиков. Очень быстро закон принимается, потому что идет конкретное лобби. И это лесопромышленный комплекс. Что, неужели хорошего нет? Ну земли, подождите, Я согласен. давайте, чтобы понять, земли много или нет? Земли много или нет? Земли много или нет? Давайте вот, не прятаться за простыми гражданами. Нельзя не говорить, в смысле, мы получается, только видим плохое. Вы понимаете, что идет сейчас, да? Они не хотят, даже они не будут оформлять никто не в собственности и так далее. Им достаточно 5 лет, и за 5 лет они его все вырубят. Ни веток, ни кустарников там даже не останется. Это будут пилеты, брикеты, которые уйдут в Корею, в Китай, в Японию. Чтобы ее осваивать, нужно огромные усилия. Это даже Советский Союз в те времена еле вытягивал. А сейчас вы представляете, вы говорите, житель Москвы, который никогда не занимался сельским хозяйством, он сюда поедет. Им не интересно брать здесь землю и чем-то заниматься. Полезные ископаемые им, конечно, никто не даст. Да? Там бриллианты, алмазы, нефть, газ – это отдельная прерогатива. И кто ими будет заниматься, это уже четко поделено. Остался только лес, наше богатство. Инвестиционных компаний, которые говорят, давайте быстро резервируйте себе там землю, это будет на вес золота, а мы вместо вас будем проекты реализовывать, а вы будете получать дивиденды. Да я в это ни в жизнь не поверю. Я знаю, что и их тоже обманут, и, извиняюсь за выражение, слово кинут, потому что там создадут акционерную компанию, где у каждого будет тысячная доля, там, миллионная доля акций, и он никак не может управлять этим предприятием. Я вот четко говорю, этот закон не должен быть поэтому принят. Сегодня решается судьба республики, решается судьба всех народов, проживающих здесь. Люди наши, несмотря на страшный мороз, вышли на улицу, простояли на митинге протеста. Люди, действительно, очень много людей собрались, да? У нас сколько там? Мерзнут. Минус 50, да. Чтобы только этот господин Трутнев их увидел фактически. А он там был по соседству. А он был по соседству, и ни привет, ни пока. А вы там бастуете, я не хочу поэтому с вами общаться. Это очень нехорошо, наверное. Но тут Вельможа не снизошел. Другие края и области молчат, потому что им, они за этот закон, для них это хорошо. Но этот закон очень опасен для таких национальных республик, как Республика Саха-Якутия. То закончится тем, что многие люди, взяв эти земли, не смогут их не обустроить, не вложить достаточные деньги и так далее. В конечном итоге эти деньги выйдут на аукцион. И мы должны понимать, что то, что происходит сейчас в Европе, это еще, цветочки по сравнению с тем, что будет у нас. Это реальная угроза для жизни самой республики. Поэтому просим референдум. перенаселение в России, оно наблюдается, не наблюдается? Нет, по-моему. Сейчас смысл у нас перекочевывать как бы оттуда, да, с Черноземья, да, там, где все хорошо, тепло и бананы растут. И к нам вот сюда. Мы землю даем в собственность. Это подарок от государства. И только так это и нужно воспринимать. Должны быть пригодные к эксплуатации земли, которые имеют рыночную стоимость и которые должны использоваться или для строительства, или, еще раз подчеркиваю, для отчуждения.